Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. Подросток из Моздокского района спас жизнь ребенку. 15-летний парень, рискуя своей жизнью, вытащил его из воды. О том, что произошло и как малыш оказался в опасности, в материале нашего специального корреспондента Анастасии Соломатовой. Студенты медицинской академии сегодня провели для детей с психическими заболеваниями первый урок «За гранью фантастики». Эти ребята – победители молодежного форума «Машук». Их проект направлен на работу с детьми, страдающими психическими расстройствами. В Дигаре сегодня встречали юных футболистов. Местная команда стала 4-й на международном турнире Кубок наций «Данон». Школьники из Дигары обыграли Бразилию, Турцию, Марокко, Австралию и Мексику, но остановились в шаге от пьедестала. Эти и другие темы далее подробно. 30 августа был обычный день в селении Предгорное. Мать вышла на прогулку с ребенком. Не успела женщина оглянуться, как на ее глазах мальчик упал в подземный искусственный водоем, который расположен в 100 метрах от их дома. Родители двухлетнего Халида Кашешева считают этот день его вторым днем рождения. С другом с магазина ехал сверху, там наверху магазин. Спокойно проезжали, посмотрел. Здесь женщина плачет. Подумал, что случилось. Друга попросил побыстрее остановить. На крик растерянной женщины прибежал Альберт Ахмедов. Мальчик не стал медлить и бросился в яму. Воды там было почти в человеческий рост. Когда парень поднял ребенка, малыш был без сознания. Не растерявшись, он положил его на поверхность и стал делать непрямой массаж сердца. Вскоре мальчик задышал. Страха не было вообще. Думал о желании помочь и спасти жизнь человеку, рассказывает юный спасатель. В эту минуту ему помогли знания, которые ему передал дядя Рустам Хардаев, 20 лет отслуживший в пожарной охране. Не стали уже смотреть, что там дальше. Быстро его в машину домой, чтобы переодеть. Потому что было прохладно, так порядочно было прохладно. После этого случая парень твердо решил, что будет служить в МЧС. Родители поддержали его выбор, и Альберт поступил учиться в Моздокский механико-технологический техникум. Наставники гордятся, что их студент в трудную минуту не растерялся и спас жизнь ребенку. Когда мне сказали фамилию Альберта Ахмедова, вы знаете, я не удивилась. И знаете почему? Потому что вот этот парень, он настолько у нас боевой, настолько добрый и не задумается. Вот скажешь, Альберт, он махом развернулся и побежал. Вот сразу не задумываясь о том, а есть ли выгода в этом, а стоит ли это делать, а может быть ему это не надо. Такие поступки нельзя оставлять без внимания, уверены в МЧС, и уже готовят ходатайство о поощрении 15-летнего Альберта Ахмедова. Ахмедовым Альбертом 1999 года рождения был совершен, без преувеличения, наверное, мужественный героический поступок. Мы со своей стороны, со стороны гарнизона пожарной охраны, Моздокского гарнизона пожарной охраны, будем ходатайствовать перед Главным управлением МЧС России по РСО Алании о поощрении данного молодого человека в соответствии с российским законодательством. После того трагического случая со счастливым концом семьи Ахмедовых и Кашешевых стали чаще видеться. Двухлетний Халид при встрече с Альбертом теперь всегда улыбается, тянется на руки и хочет обнять своего спасателя. Анастасия Соломатова, Елена Черенкова, Петр Гончаренко, Осетия ТВ. Я принесла вам волшебные игры. Сейчас я каждому из вас раздам волшебный квадратик. Это тебе, Жорин. Это тебе, Алан, а это тебе, прекрасная Татьяна. Такие гости в Республиканскую психиатрическую больницу приходят нечасто. Студенты медицинской академии сегодня провели для детей, находящихся на лечении, первый урок «За гранью фантастики». Лаура Дзотова и Заур Гасиев – победители молодежного форума «Машук». Их проект направлен на работу с детьми, страдающими психическими заболеваниями. Выбрать именно эту проблему они решили, когда впервые побывали в детском отделении больницы. Дружелюбные и ласковые ребята не оставили их равнодушными. Мне было как-то настолько приятно, и это очень сильно запало мне в душу. Я пришла домой, набрала человеку своей команды Зауру Гасиеву и сказала: знаешь, хочу
такой проект придумать. Сам проект называется «За гранью фантастики». Он направлен на работу с детьми с психическими заболеваниями посредством развивающих игр Воскобовича. Благодаря студентам здесь появились новые развивающие игры. Тут и пазлы, и конструкторы, и различные книги. Особый метод работы позволяет слишком активных ребят сделать более усидчивыми, а замкнутым, напротив, помогает раскрепоститься. В отличие от обычных детей, эти очень восприимчивы к информации. Они всегда с радостью увлекаются чем-то новым. Дети очень общительные. Они не только общительные, они настолько ласковые, что я долго проработала в общеобразовательной школе, но такого удовлетворения от работы я никогда не испытывала, как вот с этими детками. Пользоваться новыми играми детей научат сами студенты. Пока их всего 4, но в скором времени к команде присоединятся и другие будущие врачи. Приходить сюда они будут каждую неделю. Мы планируем приходить сюда не реже 1 раза в неделю. И каждый раз будем стараться привносить что-то новое, открывать детям что-то новое, новые игры и учить их чему-то, насколько мы это можем сами. Это зов как бы моего сердца, и на самом деле, находясь рядом с этими детьми, ты ощущаешь такие неповторимые чувства. Сегодня у ребят появились и новые друзья. 3 черепашки поселились в одном из медицинских кабинетов. Дети сами набрали в аквариум воды и сразу покормили своих питомцев. Теперь им будет о ком заботиться. Любовь, которую вмещают эти маленькие сердца, поистине безгранична. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг пополнятся новыми кадрами. Сегодня стартовал 3-дневный обучающий семинар для молодых сотрудников. 160 человек отобрали на конкурсной основе. Задача – подготовить их к качественному обслуживанию граждан. По словам организаторов, требования к персоналу очень высокие, ведь центры будут представлять новый облик государства. После обучения молодые сотрудники получат сертификаты. И ребята получат и методический, методологический, психологический тренинг. Они научатся работать не только в плане того, как, так сказать, себя позиционировать на рабочем месте в окружении техники, компьютеров, программного обеспечения соответствующего, но и это работа с людьми. Самое главное, чтобы каждый человек, приходя за услугой, уходил с хорошим таким добрым осадком, добрым впечатлением от общения с этой молодежью. Многофункциональные центры призваны облегчить общение гражданина с властью. На сегодняшний день в республике всего 12 окон предоставления услуг. До конца года планируется открыть еще 35 не только во Владикавказе, но и в других населенных пунктах – в Чекале, Эльхотово и Моздоке. Яна Гагиева, Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Случаев употребления подростками наркотиков за последний год стало в 3 раза больше. Об этом сегодня сообщили на заседании антинаркотической комиссии Владикавказа. Рабочая группа собирается в обновленном составе уже 2-й раз. На повестке дня итоги деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних, а также результаты работы по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Говорили и о роли общественных организаций в пропаганде здорового образа жизни. В завершении обсудили предложения по плану работы комиссии на будущий год. Конечно, есть результаты деятельности. Как раз о них мы и будем говорить. Но результаты – это хорошо, но больше, на мой взгляд, и на наш взгляд комиссии надо говорить о проблемах и о путях решения этих проблем. Хлопушки, поздравления и радостное скандирование. В Дигаре сегодня не по-осеннему тепло. Она встречает команду триумфаторов. 11 ребят общими усилиями добились главной цели. Отправились на международный турнир по футболу «Данон», который в этом году прошел в Бразилии. Попасть на турнир такого уровня было нелегко. Ребятам пришлось пройти не один этап, чтобы именно им доверили представлять Россию в Сан-Паулу. Мы выиграли республиканский турнир «Кожаный мяч». После этого уже поехали на зону России, где проходила ЮФО в Ейске. И там стали победителями то же самое. И уже от ЮФО мы поехали дальше, уже в Ростов, на финал России. И там мы стали первыми, и нам как бы дали путевку на чемпионат мира представлять Россию на таком уровне.
Россия в футболистах из Северной Осетии не ошиблась. Молодая команда школьников из Дигары обыграла Бразилию, Турцию, Марокко, Австралию и Мексику. На российском отборочном туре ребятам пророчили великое футбольное будущее. Я видел эту команду в игре, в работе, скажем так. И как сказал комментатор Гусев, вот у кого нужно поучиться сборной России игре в футбол. Среди европейских футболистов североостинская команда стала лидером. А чтобы подняться на пьедестал почета, ребятам не хватило всего одного шага. Но, как говорят сами ребята, это послужит еще одним стимулом тренироваться усерднее. Вернуться на чемпионат стоит и потому, что у юных футболистов на турнире появились новые друзья. Это было трудно, все команды были серьезные. С ними было трудно играть. Мы подружились с австралийцами и с корейцами. Научили корейцев по-нашему говорить. Кубок нации «Данон» проводится с 2000 года. К участию допускаются футболисты 10-12 лет. За это время более 20 миллионов ребят из 40 стран мира приняли участие в турнире. Северная Осетия представляет Россию впервые. К сожалению, не получилось попасть в Бразилию, но в интернете я видел, как ребята шли с флагами осетинскими и говорили «За Россию, Осетия». Знаете, вот видя такие моменты и слыша это от младшего поколения, начинаешь верить и в будущее, и в настоящее, и понимаешь, что жизнь не зря прожита. Для перспективной футбольной команды из Дигары участие на Кубке нации «Данон» – это бесценный опыт. Для каждого юного футболиста он станет первым шагом на пути к новым свершениям и победам. И, быть может, пройдет совсем немного времени, и мы увидим этих ребят в составе российской сборной. Ангела Кубалова, Артем Балатаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Известный осетинский боксер Асламбек Козаев подписал контракт с американским промоутером. С появлением нового представителя, который устраивает бои в Нью-Йорке на известной арене Мэдисон Сквер Гарден, Асламбек надеется, что на битву будут выходить более серьезные соперники. Для 26-летнего боксера контракт с новым промоутером является еще одной попыткой покорить вершину мирового бокса на новом для себя уровне, а также завоевать чемпионские пояса. Сейчас Асламбек готовится к очередному бою, который пройдет в Лос-Анджелесе в феврале следующего года. Имя соперника пока неизвестно, но он надеется, что ему достанется достойнейший противник. Это для меня шаг в будущее, так сказать. Потому что раньше у меня был промоутер, но я особо не удовлетворен его работой. Он бои делает в Нью-Йорке. Это Мэдисон Сквер Гарден. Там, вы знаете, всегда очень серьезные бои. И по HBO, по Showtime показывают. Котта недавно там боксировал. То есть у него очень много бойцов.